В истории каждого народа есть эпохальные вехи, которые красной чертой отделяют времена, олицетворяя перемены и обновления. Прежде всего, это связано с народностью, которая многие века была превыше политики и достатка. Конечно, долгое время духовность и наука шли рука об руку, занимаясь образованием, сохранением ценностей и исторических сведений. Именно поэтому многие видные деятели в Средневековье оказались духовными лицами. Они обладали широким кругозором, были знакомы со всеми науками, знали языки и географию, видели перед собой нравственные и просветительские цели. Такие личности, переломившие ход истории и внесшие небывалый вклад на вес золота. Именно поэтому в их честь до сих пор организуются торжества. И наглядный пример этому – праздник День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Именно они, болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев – кириллица. История кириллицы неразлучно связана с православием. Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных книг. Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия не случайно приравнивают к апостольскому, именуя их первоучителями славян. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий перечислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Торжественное празднование памяти святых Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году. Установленный Церковью День памяти Кирилла и Мефодия 24 мая по новому стилю отмечается сейчас в России как государственный праздник. День славянской письменности и культуры – это единственный в нашей стране церковно-государственный праздник. В наши дни Центр национальных культур городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан чтит традиции праздника славянской письменности и напоминает об истоках нашей духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о роли письменности в ее становлении и развитии. В центре действуют самодеятельные коллективы и любительские объединения, народный вокальный ансамбль «Родные напевы», народный ансамбль русской песни «Красная горка», фолк-группа «Росы». Благодаря творческому подходу к работе, высокому уровню профессионализма и мастерству руководителей, коллективы принимают участие и одерживают победы. Деятельность учреждения совместно с общественно-национальными объединениями направлена на единение и взаимообогащение культур различных этносов посредством совместной реализации творческих проектов. В течение года творческие коллективы Центра организовывают для горожан и гостей города более 100 мероприятий, среди которых национальные праздники и фестивали, встречи с деятелями культуры и искусства, общественными деятелями, тематические концерты и литературные вечера.